27 лет. Именно столько времени прошло со дня конфликта. Этот день оставил неизгладимый след в памяти и истории ингушского народа. Большое количество людей разных возрастов со всех районов республики с раннего утра прибывают сюда на Гуазот-Кашмышк, который в этот день по традиции становится своего рода центром для всех тех, кто не безразличен к событиям осени 1992 года. О том, что земляки вынужденно покидают свои дома в пригородном районе, переходят через горно-лесистую местность, им необходима помощь, Магомед Картоев в 1992 году услышал в мечети Выкажева. В те годы это были труднодоступные места. От сельского поселения Алкун большегрузая машина могла проехать в сторону Таргима только 3-4 километра. Местные жители, чтобы оказать помощь вынужденным переселенцам, сами преодолевали немало трудностей. За 12 дней Магомед смог перевести тысячи людей из стар и млад на своем КАМАЗе-вездеходе. К собравшимся от имени главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова обратился помощник-советник главы Иса Костоев. Он отметил, что о случившемся 27 лет назад нужно помнить всем и взрослым, и подрастающему поколению, чтобы никогда больше не допускать повторения тех страшных ошибок. Надо думать о том, почему с нами это произошло. Надо думать о том, что сделать для того, чтобы ничего подобного не повторилось в нашей жизни. Слишком много жертв, слишком много страданий мы пережили за свою короткую историю. Как бы там ни было, как бы не было сложно, республика наша состоялась. Мы с проблемами, с тяжелыми испытаниями все-таки пытаемся стать в ряд других народов, которые сегодня составляют Россию. Только путем консолидации общества можно решить проблемы, которые стоят перед ингушским народом, отметил и председатель Народного собрания республики. Магомед Индиев подчеркнул, события 27-летней давности нельзя забывать, но необходимо извлечь из этого урок, а последующее поколение должно знать, что общими усилиями нужно найти всех пропавших без вести тогда людей. سكو واقول قنا حقول خيس وزي واقي والديال سدينا ويقمن وخا دأيتا لا شاجيل دجلو چمن باش ويقم دغدالش تاغن وينيق بواتش دقيل بانچ چاجادال قهتم болб. Соболезнования родным погибших и терпение тем, о чьих родственниках до сих пор ничего не известно, выразил и первый зампредседателя правительства. Михаил Илезов поблагодарил всех, кто в то непростое для ингушского народа время был рядом, помогал и поддерживал. Позвольте сказать слова благодарности тем, кто не остался в стороне и помогал вынужденным переселенцам в то сложное для нас время. Ликвидация последствий событий осени 1992 года является для нас важной задачей, над решением которой мы будем совместно работать. Мы должны стремиться к укреплению добрых межнациональных отношений, к мирной и созидательной жизни на принципах добрососедства, дружбы и уважения друг к другу. Нам надо двигаться вперед, сохраняя историческую память и приумножая достижения предков. Думать о будущем своего народа, чтобы он занимал достойное место среди всех народов нашей страны. На мемориале, где все напоминает о трагических событиях 27-летней давности, каждый памятник несет свой смысл и свою боль. Рядом с плитами и фотографиями, где следует длинный ряд имен без вести пропавших той осенью, подолгу стоят их близкие. Этот список они знают наизусть, но пройти мимо него в такой день невозможно. Отец Асии Хади, Султан Зауров, в те годы был имамом в поселке Карца. Тогда он отказался покидать свой дом. Он вместе с несколькими односельчанами хоронил убитых в те дни в их поселке. Тогда стойкий духом мужчина старался поддержать людей, напоминая, что все это обязательно закончится и справедливость восторжествует. Султана не стало в 2007 году, но его поступки в то непростое время остались в памяти близких и знакомых.
То спутники аж долго чхан вян вети, чигирши минуте аль юхчи ши цаах херез миск. Что но цун чуана хабез жварс си долж имандор сагварт пять сагварт подача. Имам Центральной Назрановской мечети Хызыр Цалоев отметил, что нет никого на планете, кто бы не был привязан к своим родным местам. Он подчеркнул, что сегодня наша задача давать милостыню и молиться за тех, кто погиб и пропал без вести. دال يلس مالينا شبوخ باز يغدال اش يلس مالينا جيش شاش قلدا توتولج عالي لجوا بيش مش كيتشا يلس مالينا شبوخ باز مالش شبوخ برش شيتينا بوغ بي اربيا خنخ يعني ساتواب حاق يا شقي اجي حاق باب وي باقينا صبري بعرجين غلغي قمن ملواسك تينا اربيا قاوه دال ازديك سارقه قواش دولت ديونوستا تروم قدوه ساق بحن دواتش مالله وی اوزلات جواسق سویقی خالش تامش جواتجه اشت وی قاس دجه تینا آرد واخش دوادش یاق سوگتو وی قمن یالیا خان جیرش وی نیق دیکا برش دیال قیرش برش مخ دوخا بیزرش دیال قیلی دعبیزا دینوش دیرش دال گیش دولت ساля دال قخیتن بول یغی بساچان دال ایمانت Нет ни одного ингуша, жителей пригородного района, который не пострадал бы во время тех трагических событий. Материальные потери мы давно пережили, но надежду найти пропавших не потеряем никогда, говорят собравшиеся. Память о событиях 92-го из года в год объединяет всех ингушей. Кто-то, встретив бывших соседей из пригородного района, вспоминает своих родственников и односельчан, пропавших без вести. Сотни человек пришли сегодня, чтобы прочитать дуа за погибших и попросить Всевышнего Аллаха скорее найти без вести пропавших. المشعب صغور تعطوناها وغزة كش مشكو الله تشورتش ده صار صار عادي يازا صار جاين جانز حقور باي جوز عبوك بولج أناش بوق بوست. По поручению региональных властей всем собравшимся на траурном мероприятии раздали сага. Руководство республики Злихана Саулка выдали сагдер. كشمش داتو إز حار بين عبوش بناها العلدو أنا كيش تعمت جرت هذا حملين سجاد العلدو حسبكت شكر شيء حول بيتشيني حمل أشياء لا بكيش كيش تقدر صوتها تأشياء. В память о погибших и пропавших без вести старейшины, религиозные деятели и молодежь совершили коллективную дуа. اللهم نسألك من كل خير نسألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. После завершения мероприятия при поддержке руководства республики, регионального Миннаца и местных благотворительных фондов подготовили благотворительную акцию по раздаче сага. Ее также приурочили к событиям осени 92 года и с наступлением священного месяца Раби Аль-Аваль. Руководством республики было принято решение провести вот такую благородную благотворительную акцию через наших и имамов, и через наши благотворительные фонды, у которых есть списки малоимущих людей. И не просто так акция проводится для галочки, а к этому в этом году подошли очень серьезно. И набор тоже, вот когда составляли список, тоже подходили очень серьезно. Так что это такая благородная акция. Сотни пакетов с мясом жертвенного животного отправляются в 10 населенных пунктов пригородного района для раздачи местным жителям. Но впереди еще одна остановка на продуктовом складе. Здесь загружают муку, сахар, подсолнечное масло, макароны, чай и конфеты. Одним из участников акции является благотворительный фонд «Вошел» и «Солидарность». С самого начала они изъявили желание оказать всю необходимую помощь в проведении благотворительной акции. И сегодня их волонтерская поддержка как никогда кстати.
Бортовая «Газель» загружена до предела. Пора отправляться в путь. Первая точка, куда приехали участники акции, это село Карца. Благотворительную помощь отсюда развезут по частным домам, согласно спискам, составленным заранее. Во дворе местной мечети собрались старейшины села, которые поблагодарили за внимание, оказанное со стороны руководства региона, и рассказали о том, как сейчас им живется в собственных домах. وما كانت تبغى بالوخ تبغى صادول شو دقدي شو حقن شو وبعث تيل شو خبوخ بقلامة ال شو يقول الشيء شو برا حشش ولا يقولش علامة تصديق باكينا ديال رياض خوشة شو وصل رياض خوشة ديك ساعة دين توش ديك وقت يا توش يا أوز بقدر ياش بوي اشتري دول مستيجي جدي دوخ ساعة دير. А машина с продуктами тем временем отправилась в Чермен, где также выгрузили десятки пакетов с мясом, мешки с мукой, сахаром и многое другое. Под конец первого рейса участники благотворительной акции «Наша съемочная группа» остановились возле главной мечети села Майское пригородного района. Здесь также собралось много старейшин, выражавших благодарность за оказанную помощь и поддержку. Раздав все продукты и мясо жертвенного животного в пригородном районе, участники благотворительной акции отправились в бывшую столицу Ингушетии, город Назрань. В связи с наступлением месяца Раби Аль-Авваль здесь также решили оказать благотворительную помощь малоимущим семьям. На этом акция не завершилась. Продуктовую помощь и свежее мясо также развезли малоимущим семьям в города Карабулак и Сунжа. К акции в поддержку малоимущих семей республики в память о трагических событиях осени 1992 года присоединились и сотрудники благотворительного фонда «Мял». Семья Мержоевых состоит на учете фонда уже 6 лет. У отца-инвалида на иждивении 3 детей, 2 из которых тоже инвалиды. Получить продуктовый набор от сотрудников фонда сегодня смогли и другие семьи из разных населенных пунктов, среди которых и заслуженный артист Республики Ингушетия Джамалдин Барахоев. В свои 57 лет он уже год живет с инсультом. Ему противопоказана малейшая нагрузка. Там же в Али-Юрте, в одном из домов на улице Зязикова, нашу съемочную группу встречают дети Айны Шибиловой. Благотворительный фонд «Мял» и другие организации, в том числе и инициативная группа по розыску без вести пропавших осени 1992 года, получили возможность поддержать малоимущие семьи или детей-инвалидов, оставшихся на попечении у родственников. Особенного внимания заслуживают семьи сотрудников погибших при исполнении и оказавшихся в эпицентре тех событий. Руководство республики дал сад долт алёлар, дал мяля долт, бенчара дал геш долт, живейнах дагбухаш, сад малучуда дал обл сад долт, дал мяля долт. Я сага اشت конкретно حاجة صغر شدوش دو ساغ دق مالع دق دق ديك عد سونخت حن ياسير دق سلاح تاع كواتش ده يا ساغ الحمد إليوس خص لار دا ساغ دولتن مالع خلصن. Светлана Томова, Адам Мерешков, Микаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Магомед Белакиев. Новости 24.